В Северодвинске состоялся торжественный вывод из Эллинга подводной лодки «Владикавказ». Субмарина стала второй дизельной подлодкой, модернизированной для отечественного флота за последние 20 лет. Центр судоремонта «Звездочка» приступил к ремонтным работам еще в 2011 году. Самой подлодке тоже за 20, однако после модернизации дизельный корабль ждет еще 10 лет несения службы. В конце этого года на Владикавказе пройдут швартовные испытания. Как стало известно, следующим летом подлодка выйдет в Белое море для выполнения программы заводских ходовых испытаний. На торжественном мероприятии побывали представители администрации Владикавказа. Мы являемся шефами данной подводной лодки, и регулярно была оказана им и материальная помощь. То есть мы не понаслышке знаем, чем живет экипаж подводной лодки, какие проблемы у него. И надеемся, что в дальнейшем наше сотрудничество будет, естественно, улучшаться, будет выходить на более новый уровень. Во Владикавказе открыли административное здание для общественных организаций. Двухэтажное помещение площадью 850 квадратных метров расположено на улице Интернациональная. Вопрос о размещении общественных организаций не раз стоял перед руководством города. После этого мэрия предложила создать так называемый единый комплекс. Как отметил первый заместитель главы Владикавказа Майран Тамаев, это очень значимое событие. В здании предусмотрен актовый зал. Для служебного транспорта около административного здания построили новую парковку. Уже с сегодняшнего дня здесь разместились общественные организации «Здоровая Осетия», Всероссийское общество инвалидов, Спасательный круг и другие. Это очень долгожданное и очень радостное событие для каждого из нас, для членов нашей общественной организации «Здоровая Осетия». И это как аванс для нас, это как признание нашей работы, но это еще как бонус. Мы будем делать еще больше. Во Владикавказе побывала делегация этнических осетин из Турции. Это их первый визит на историческую родину. В Северную Осетию они решили приехать после долгих лет дружбы между диаспорами. Примечательно, что осетинам в Турции удалось сохранить осетинский язык и культуру. Несмотря на отдаленность от родины, традиции древней Алании бережно передаются из поколения в поколение. Как говорят турецкие осетины, даже воздух в Осетии способствует к объединению и сплоченности. Здесь они впервые познакомятся с культурой и историей народа. Этническим осетинам показали, как пекут национальные пироги и варят осетинское пиво. Несмотря на короткий срок визита, программа пребывания довольно насыщенная. Турецкая молодежь посетила музей древности Алании. Мы и впредь намерены проводить вот такие вот встречи, что здесь, в Северной Осетии, что там, в Стамбуле или в другом ином турецком городе. Потому что эти встречи, они полезны для обогащения, для знакомств, для наведения крупных и серьезных прочных мостов дружбы, для сохранения идентичности осетин. Персонажи советских мультиков заговорили на осетинском языке. Здесь всеми любимый Карлсон, Вовочка из «Тридевятого царства», Винни-Пух и другие. Это лишь малая часть большого проекта, который направлен на сохранение осетинского языка. Озвучкой занялись специалисты студии «Эксперт Медиа». Уже сейчас завершена работа над дубляжом 17 мультфильмов. К работе привлекли ведущих филологов Северной Осетии. Озвучивали персонажи актеры осетинского, дегорского и русского театров. Проект мотивирует маленьких зрителей изучать родной язык и говорить на нем. У специалистов «Эксперт Медиа» в планах открытый показ мультипликационных мультфильмов для всех желающих. Он состоится уже в ближайшее время. Идея возникла достаточно давно, уже несколько лет назад. Группа энтузиастов, молодых ребят, которые работают над популяризацией осетинского языка, вынесли такую идею. И попытки перевода мультиков уже были и раньше, но они были такие, некачественные. И сейчас на государственном уровне мы решили поднять эту проблематику, и уже второй год занимаемся дубляжом и тиражированием мультфильмов корпорации «Союзмультфильм».